Генеральный партнер – Челябинвестбанк. Партнеры проекта – Челябинский компрессорный завод, Сады России, группа охранных предприятий «Витязь», компания «Интерзет». Генеральный партнер конкурса – сеть аптек «Классика». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Исәнмесез, кадерле дуслар! В эфире новый выпуск программы «Татарочка на Ненджеляр». Скажи, Элина, а какой твой любимый урок в школе? Я люблю математику, чтение и музыку. А физкультуру? Знаешь, Вероника, я думаю, что это необходимо. А какие отношения сложились с физкультурой у наших участниц, узнаете прямо сейчас. Хәзер башлыйбыз. Смотрите сегодня в выпуске «Быстрее, выше, сильнее». В борьбу за победу включаются мамы участниц. Олимпиада по-татарски. Какие спортивные состязания дошли до нас из глубины веков? Подробности предстоящего финала. Впервые в истории жителей города ждет татарская новогодняя ярмарка. Об этом прямо сейчас. Оставайтесь с нами. В этом году в Казани прошла Всемирная летняя универсиада. В следующем нас ждут Олимпийские игры в Сочи. Поэтому мы просто не могли обойти вниманием тему спорта. Маленькие жемчужины будут соревноваться в скорости, ловкости и силе, а помогут им мамы. Из болельщиц они превратятся в полноправных участниц состязаний. Но сначала короткая презентация команд. Форма свободная. Семья Ганеевых, например, выбрала танец. Нажимовы – песню. Это серьезная заявка на победу. Над формой, а не только над содержанием, серьезно работали почти все участники. В татарском спортивном костюме приехала команда из Яросланова. Символом муслюмовской команды стал апельсин. Так же, как его дольки, они всегда рядом. И на занятия ходим, даже дома все делаем, и убираемся, и кушать варим. Если я запела песню, то она подхватывает, тоже вместе поем. Что такое поддержка и дружба, ярче всех показала самая маленькая участница соревнований нагайбачка Арина Исупова. И даже жюри она не дала остаться в стороне. Ни одну из этих дисциплин простой не назовешь. Мамы вместе с дочками бегали в мешках, пытались удержать яйцо в ложке, прыгали на скакалке и играли в хоккей с мячом. Большая часть соревнований родом из глубины веков. Бег в мешках, конные скачки и, конечно же, борьба на поясах. И каких только состязаний не придумали наши далекие предки. Правильно говорят, что сабантуй – это те же самые Олимпийские игры, только по-татарски. Без бүгін сізге көрәш қағидалары түрінде сөйләрбіз. Әйдә, әби сундыру рубрикасы карыйбыз да, анда бар нәрсәдә үз урыннан булыр. Сабантуй – любимый татарский праздник. Раньше его отмечали в честь начала весенних полевых работ в конце апреля. Теперь же в честь их окончания в июне. Он всегда проходил с большим размахом, но, пожалуй, самыми зрелищными были спортивные состязания. Бег в мешках, бой подушками на скользком бревне, перетягивание каната. В этих шуточных играх могли принять участие все без исключения. А вот для участия в традиционных скачках и борьбе куреш нужна была основательная подготовка. Издавна спортивные состязания начинались именно со скачек. Ни в одной татарской деревне Сабантуй не обходился без них. Лошадей отводили за 5-10 километров от деревни. Финиш устраивали недалеко от Майдана, главной площади праздника.
Победителю скачек и в борьбе на поясах всегда полагались лучшие призы. Раньше это был баран, а теперь в сабантуях областного и федерального уровня – автомобиль. Маленькие жемчужины тоже выбирают здоровый образ жизни. Почему стоит заниматься спортом, вполне доходчиво объяснила главный философ нашего проекта Диана Подкорытова. Люди должны заниматься спортом, чтобы быть сильным. В всякие ситуации нужна большая сила. Например, достать что-нибудь, поднять. Машины очень сильные, они могут спасти любого. И трактора, они помогут в хозяйстве. Сила, она есть в каждом человеке, если ее выпустить наружу. С Дианой солидарен и чемпион мира по борьбе на поясах Руслан Юсупов. Сегодня он вошел в состав жюри. Большие победы начинаются с малого. И чем раньше сделан первый шаг, тем лучше. Я тоже также участвовал на таких же конкурсах. Правда, это у нас называлось «Папа, мама, я». Спортивная семья, насколько я помню. Вот, и тоже мы там же участвовали. Я пришел, оказался на этом празднике и вспомнил свое детство, что я тоже это все проходил. С такими мамами девочки многого смогут добиться. Они – это не только поддержка и опора. Мамы доказали, в любую минуту они готовы броситься на помощь. Все это время мамы были у нас как бы за кулисами на втором плане. На самом деле они делали огромную работу. И мы решили вывести их на этом конкурсе все-таки на первый план. И увидели, что это сделали мы не зря. Потому что сегодня мы увидели, что мамы у нас не только поют, шьют, кулинарничают, танцуют. Они еще и хорошие спортсменки и очень хорошие болельщицы для своих дочек. А под конец дня они и вовсе разошлись. Не то чтобы выясняли отношения, но доказали, себя они в обиду не дадут. Спорт ярышларында безнең бигрәк тә әниләр үзләрен бик матур итеп күрсәттеләр. Чөнки балалар спортны бик яраталар. Әниләр инде балаларын үзләренең балаларына ярдәм итер өчен нәрсә генә эшләмәделәр. Шуңа күрә әниләр безнең бүген бик тә аерылып тордылар. Этот день стал одним из самых ярких и добрых в истории нашего проекта. И хотя соревновались они вовсе не на шутку, было ясно. И участницы, и мамы стараются поддержать не только друг друга, но и своих соперниц. А это дорогого стоит. Первое место в серьезной и бескомпромиссной борьбе досталось Арине Исуповой. Второе – Елене Закировой. Бронза у Дианы Подкорытовой. Итак, наши соревнования вышли на финишную прямую. Впереди еще одно испытание, а дальше финал. Он пройдет 14 декабря в Театре оперы и балета имени Глинки. Перед началом яркого праздничного шоу всех гостей ждет татарская новогодняя ярмарка. Это уникальная возможность купить подарки с национальным колоритом. Посуда, открытки, игрушки, одежда, сувениры. Свою продукцию представят не только южноуральские предприятия, но и гости из Татарстана. Зрители финальной церемонии смогут отдать свои голоса за одну из участниц проекта и помочь ей завоевать победу и главный приз. Завершилась наша программа. Что же жюри конкурса придумает для участниц в следующий раз? Через неделю девочек ждут интеллектуальные испытания. Синюшек улысын, килеп шыгар микән? Хәзер карыйбыз инде. Исән сау булыгыз, кадерле дуслар. Исән сау булыгыз. Смотрите в следующем выпуске программы «Битва умов». Маленькие жемчужины сдают выпускной экзамен. Загадки от Елены Сыч, известная детская поэтесса, приготовила свое задание для участниц конкурса. Последние дни борьбы за приз зрительских симпатий. Есть ли у кого-то шанс войти в тройку лидеров? Об этом и многом другом вы узнаете ровно через неделю на канале ОТВ.